Здравствуйте, друзья! Вторая часть моей передачи. Итак, я обещал, что во второй части я расскажу слова, которые перешли из казахского языка в английский язык. Я не буду там говорить, вот что там, будут говорить англо-американские вот эти слова, гаджет, вот компьютер, который, ноутбук, это вот совсем недавно в исторической точке зрения произошли по всему миру, да. Я называю те слова, которые считаются исконно английскими, исконно британскими словами. То есть, на самом деле, многие из них являются казахский корень, имеют казахское происхождение. Пришли из казахского языка в английский язык. Конечно, многие казахские слова в английском языке уже вымывались, заменялись на языки местных племен, наречий. Да? Но все-таки некоторые казахские слова в английском языке все-таки еще остались. Вот давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Да? Некоторые слова перечислим. Некоторые, к сожалению, слова казахские, они просто уже исчезли и даже в оригинале в казахском языке. Но они раньше были. Ну, давайте такие слова в английском языке. Beach – это book, дерево book. Body – тело по-английски, тоже из казахского языка. Girl – девушка, из казахского языка. Beer – пиво. Book – книга. King – король. Все из казахского языка. Sugar – произошло от казахского слова шекер. Шекер – это сахар по-казахски. Да? Долго использовалось в английском языке слово топор. Топор – это не русское слово, это казахское слово. Это пришло в русский язык, топор, из казахского языка, от казахского с корня табу. Это раньше использовалось как рубить. Да? Сейчас в английском произошла замена на немецкое слово axe. То есть топор axe у них. Мамонт. Мамонт в английском языке, это тоже пришло. Дальше. Vampire, вампир. Тоже с казахского. Sable, сабля. Второй перевод это соболь. Тоже с казахского. Киоск. Леки, слуга. Тоже из казахского. Кавиар, икра. Джекил, шакал. Тоже пришло из казахского языка. Тауа. Тауа по-английски это башня. Пришло из казахского, от слова тау произошло. Тау у казахов это гора, но раньше использовалось словосочетание гора-башня. Вот отсюда произошло в английском языке. Дальше. Тес, зуб, зубы, тес, зубы по-английски. Произошло от казахского слова тес, зуб. То есть, там зуб, это зубы. Звучит практически одинаково, без изменений. Бэпе, бэйби, английское слово. Малыш произошло от казахского бупе. Дальше. Yes, слово да. Дело в том, что английский, я говорил, к германской группе языков относится. В германском, немецком слово да, я. Считается, что германские племена это казахские племена, пришедшие вот через юг, пришедшие из Центральной Азии. Да? Поэтому много слов, много имен у них казахских. И вот это я по-немецки, да, это пришло из казахского и я. И я по-казахски, да, это и я. И вот эти все слова да в германской группе языков европейских, в шведском, норвежском, датском, голландском, немецком, английском, все примерно одинаково. То есть трансформировалось, перешло yes. То есть я по-казахски, да, я по-немецки и yes перешло, да. Дальше, барон, это тоже знать европейская. В французском, английском языке используется часто. Барон, знать европейская. Произошло от казахского, тоже пришло из казахского. Дело в том, от казахского слова баран. Дело в том, что у казахов только самая близкая знать могла сидеть возле ханов. То есть, и они сидели на тюках, набитых бараньей шерстью. То есть, только им разрешалось на мягком сидеть. Остальная... Простолюдины сидели на скамейках, там, на каких-то подставках. Второе это барон, это бай, баран. Баран, тоже бай, это богатый, знатный человек. Баран, да, использовалось баран. Дальше, коуч, очень интересное слово. Давайте я хотел вкратце и разобрать это слово. Это пришло тоже из казахского языка, коуч. Коуч это произошло от казахского слова коч. Кошу, чеше взаимозаменяемые буквы в тюркских языках, а слово кошу. Кошу в переводе с казахского передвигаться, двигаться, переезжать. Интересно, как это слово переводится в английском. Есть несколько переводов. Давайте два разберем.
переводится с английского, большая крытая повозка. Откуда это все название? Дело в том, что казахи перебирались через Ла-Манш на больших этих лодках, там перевозили лошадей домашних, которых ни у кого больше не было, и больших крытые повозки. И они передвигались по британским островам. И для местных жителей это было, ну, как пришествие инопланетян. То есть они такого не видели. Поэтому вот ассоциация, вот казахи, кочевники, большие крытые повозки. Все, что двигается в английском языке, вагон, автомобиль, там, у них все вот это коуч называется. То есть все, что коуч, это по-казахски перевести, двигаться. Второй перевод это тренер, учитель. Да? То есть, почему так произошло? Дело в том, что куда казахи приходили, они занимались большой просветительской деятельностью. Да? То есть, учили местное население одомашнивать лошадей, строить там, повозки, передвигаться. Большое вот это зодчество началось, строительство, там, ювелирное дело, выплавка железа, точным наукам учили, астрономии, навигации, там, другим наукам точным, да? Поэтому слово казах, кочевник и учитель стало уже практически словами синонимом. И поэтому оно так и попало в английский язык. Коуч, заниматься коучингом, обучать. Поэтому, конечно, в двух небольших передачах я не смогу рассказать, не смог вам рассказать о всем влиянии, которое казахский язык оказал на европейский, ну вот в частности на английский. Ну, все-таки хоть что-то мы сегодня коснулись. Пожалуйста, спасибо за внимание. До свидания.